На сегодняшний день принято заявление 335, из них 130 аттестатов подлинников уже, оригиналы поднесли. Что составляет 87%. В целлюлозно-бумажном техникуме приемная кампания с опережением графика. Конкурс на место 2-3 человека. В фаворитах у абитуриентов – электрики, механики и компьютерщики. Востребованы специальности из списка ТОП-50. Это самые перспективные профессии, утвержденные Минтрудом России до 2025 года. В этом году наш техникум пролицензировал новую специальность механики. Они были у нас просто механики. Теперь монтаж и эксплуатация, ремонт. Ремонт слово добавилось. И вообще в течение 4 лет на эту специальность не очень набор шел. Не очень. Как-то шли не с пониманием, наверное. А в этом году мы пролицензировали, дали рекламу хорошую. И абитуриенты идут с большим желанием. К новому учебному году новые лаборатории. Это будущая мастерская электромонтера. Оборудуют ее совместно с фанерным заводом для проведения в 2018 году чемпионата WorldSkills. Другой кабинет для технологов готовят вместе с гигантом на Вычегде. Такая заинтересованность объяснима. В этом году будущие кадры, что называется, разбирали на выходе. Впервые в истории учреждения на защиту и даже предзащиту дипломных проектов приходили работодатели. В соседнем лесопромышленном техникуме с трудоустройством тоже без проблем, а потому и набор хороший. Принято 148 заявлений, из них 110 сразу с подлинниками. Ремонтировалось общежитие, мы почему-то не ожидали такого наплыва иногородних абитуриентов. Очень много нуждающихся, нам, в общем-то, сейчас срочно приходится закупать и кровати, и дополнительно мягкий инвентарь. Много ремонтов, как обычно, произведено, потому что база требовала того. Готовиться к новому учебному году учреждение стало весной. В классах провели косметический ремонт, обновили мебель, которую, кстати, смастерили сами учащиеся. Одних учебников закуплено на 1,5 миллиона. И Сыктывкарский лесопромышленный целлюлозно-бумажный техникум – это якорные звенья системы подготовки кадров для экономики промышленности региона, для лесного сектора. Видно, что увеличивается спрос, видно, что качественный конкурс идет в учреждении, видно, что выстроена система в рамках образовательного кластера, когда поступают в СПО, с тем, чтобы потом по завершении идти в наш лесной институт учиться. И в системе подготовки кадров и подготовки к новому учебному году принимают участие и работодатели региона. Всего в этом году в вузах и СУЗах выделено около 9 тысяч бюджетных мест. Наталья Михальченкова рекомендовала руководству техникумов в случае, если какие-то абитуриенты не попадут в желаемое место, советовать другие учреждения КОМИ, чтобы ценные кадры не утекали. Роман Истомин, Таисия Жакова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Эжвинский район.